Добрый вечер. Это программа «Вопрос с пристрастием». Меня зовут Татьяна Боричевская. И сегодня на повестке дня тема, о которой говорить то ли не принято, то ли стыдно, то ли еще что-то. Сексуальные меньшинства. В Сыктывкаре 16 октября прошел семинар «Дискриминация сексуальных меньшинств в контексте прав человека». Семинар был закрытым, прессу и прочих зрителей не пустили. Чего все-таки добиваются сексуальные меньшинства, сегодня расскажет Артем Калинин, лидер республиканской общественной организации «Другой взгляд». Артем Калинин, 26 лет, родился в Сыктывкаре, воспитывался в школе-интернате номер 5, окончил лицей сервиса и обслуживания. В следующем году планирует поступить в Сыктывкарский госуниверситет. Работает старшим менеджером отдела закупок. С июня 2010 года возглавляет комреспубликанскую общественную организацию «Другой взгляд», которая защищает интересы сексуальных меньшинств. Артем, 16 октября состоялся закрытый семинар «Дискриминация сексуальных меньшинств в контексте прав человека». Все Совершенно правильно. верно. Почему семинар был закрытым, а вот вы не побоялись прийти в студию? Но закрыт он был, потому что очень много поступило угроз. От кого? Информация о радикальных православных общин, личности РПЦ, некоторые члены РПЦ, епархии нашей Воркутинской и Сыктывкарской, и также от некоторых членов рубежа севера, что они собирались там то ли пикетировать, то ли еще какие-то провокации проводить. Многие члены решили совета, особенно нашей организации, что будем проводить закрытый. А я не побоялся. Я вообще мало чего боюсь, особенно относительно рубежа севера и православных. То есть получается, что вот национал-патриоты и православная церковь – это враги сейчас? Они оппоненты, но не враги. Особенно интересно, что зам главного редактора епархиальных ведомостей Денис Сасин, он ваш сторонник. Он пришел на семинар, он нас послушал, он послушал специалистов высокого профиля. И, грубо говоря, размыслил и сделал выводы, что все, что говорили большинство, это просто чепуха и бред. Что именно вы называете, вот вы лично, что называете чепухой? Лично одна из главных бредов чепуха, что существует пропаганда гомосексуализма. Такого просто не существует. И это мнение специалистов, в том числе и психологов, психиатров. По международной квалификации, то есть Всемирной организации здравоохранения номер 10, к которому в том числе причисляется и российское здравоохранение, в 1974 году гомосексуализм был исключен как психическая болезнь, а в России она была исключена в 1997 году. То есть те люди, которые утверждают, что это болезнь, это глупо спорить строителю с электриком, в чем лучше разбираться. Если это не болезнь, то что это? Это гендерная идентичность, это тот человек, сексуальность. Это одна из форм сексуальности. Кому человеку как лучше, приятнее, комфортней. Человек – это свобода выбора человека самого. Это не болезнь, это 100%, я утверждаю. Можно ли с точностью сказать, сколько именно людей с нетрадиционной ориентацией сексуальной в республике? Или вот сколько, в вашем движении состоит? Организации. Я могу сказать, что всегда в любой стране по процентным соотношениям не больше 5-7% от общества в стране. Вообще. Даже в самых толерантных скандинавских странах, где однополые браки и союзы в церквях разрешены, протестантской церковью, там максимум 7% от населения. У нас в России где-то 4%. А в республике? В республике где-то 2000 примерно, 2-3 тысячи. Но эти люди, они боятся афишировать свои, так скажем... большинство, да. А сколько таких, кто не боится? Вот тех, кто, как вы, готовы прийти в студию? В организации, где-то примерно человек 10 не боятся. Если вы не боитесь, значит, вы добиваетесь чего-то, соответственно, каких-то прав. Вот чего именно? Мы добиваемся не каких-то определенных и прав больше или лучше по сравнению с остальными. Мы добиваемся, что те же права не нарушались. Однополым браком не разрешено в больнице находиться, как близкому родственнику. При этом человек там жил 10-15 лет, то есть не разрешено. А паре разнополой почему-то разрешено. Относительно детей тоже. Я, например, один из мифов могу рассказать, что у гомосексуалов нет детей. У меня прекрасно имеется 5-летний ребеночек. Прекрасно. Я воспитываю, люблю его от всей души. При этом еще одного ребенка хочу. У вашего ребенка есть мама и папа или только папа и папа? Мама и папа. От предыдущих гетеросексуальных отношений у меня.
А ваш сын, да? Сын знает о том, что папа не совсем обычный? Сыну всего 5 лет, так что он даже не поймет пока. А потом ведь школа скоро, а в школе ой, как гнобят. Да, в школе гнобят, но я пока еще крепкий, молодой, его никто не посмеет обидеть. То есть вы встанете на защиту? Ой, да Но вы ведь не что, всегда конечно. папа может быть рядом. А папа всегда будет рядом, я постараюсь всегда быть рядом, но при этом я научу его не реагировать на такой, как сказать, низкоинтеллектуальный. Я постараюсь ребенка воспитывать так, чтобы он был сильный духом. Начнем с того, что у нас православное государство, а в православии гомосексуализм – это грех. Соответственно, вы изначально не можете найти поддержку, вот, например, у церкви. Большинство – это православие, да, я согласен. Но также у нас есть атеизм и так далее, разные формы течения. Я, например, если я не православный, я обязан соблюдать догматы православия? Нет. Вот я не православный. Почему? Меня впихивают догматы православия. Буддизм к этому относится очень толерантно. То есть вы за свободу выбора? Естественно, конечно. Во всех планах? Во всех планах. В мире есть страны, в которых официально разрешены и регистрируются однополые браки. Естественно, в Голландии, Германии, а еще в Бельгии, Испании, Канаде, ЮАР, Норвегии и Швеции. В 2010-м этот список пополнился еще 3 пунктами. Португалия, Исландия и Аргентина тоже решили легализовать геев и лесбиянок. Свобода нравов также царит в 7 американских штатах и части Мексики. Борьба за однополую любовь в России периодически идет, но пока безуспешно. Однополые браки у нас официально не признаются. Я так понимаю, что вы пропагандируете гомосексуализм. Пропаганда гомосексуализма не существует. И вы сейчас этим не занимаетесь? Нет, я открываю точку, что это свободный выбор человека. А вот вы говорили о свободе. А если вот человек захочет убивать, вот он свободен в своих решениях, захочет убить? Вот добро, да? Свобода там, где не свобода выбора и свобода своей личной жизни. Там, где не делается зло другому. Грань. И права человека точно. Заканчиваются права человека там, где начинаются права другого человека. Точно так же. Зло. Например, Бог есть любовь. То есть это свобода выбора человека. А убий, то, простите, это не свобода. Это уже зло. Это ярое, активное зло. Вот это отрицательно настроенное общественное мнение, оно приводило ваших, можно называть, соратников, да, так скажем, единомышленников, например, вот, к самоубийствам, к попыткам? Это одно из самых больших проблем в ЛГБТ-сообществе. Давление маргинальных частей общества, радикальных православных и так далее, фашистов, и давление очень большое. Патриархальных семей, своих патриархальных семей приводит чаще всего к самоубийствам. Сколько таких случаев вот лично вы знаете? Ну, лично я знаю, по крайней мере, из того опыта, который сейчас у меня есть, то пока только один. У нас очень злое общество, очень жестокое общество. Ничего плохого мы не делаем. Вот чего мы плохого делаем? Давайте объективно посмотрим. Ничего плохого. Не грабим, не насилуем, не убиваем. С психологической точки зрения не пропагандируем. Может быть, вы смущаете остальную часть общества? А скорее всего... Ведь это тема, о которой, может быть, неприятно говорить, да, кому-то? Может быть, стыдно слушать? Вот это пример. В психологии есть такая вещь — внутренние страхи. Мы открытые, мы свободные, мы без комплексов. И те страхи, которые у человека есть, и ведь самый большой гомофоб – это латентный гей. То есть человек, который больше всего гнобит ЛГБТ-сообщество, 80-70% – это латентный гей. Тема-то вообще такая, о которой не принято говорить. А тут появился такой, как я, и решил поговорить. Вам нечего терять, я так понимаю. Мне уже нечего терять. Почему уже? Что было потеряно? Ну вот, как мы уже разговаривали с вами, семья, как большинство отказалось, то есть я уже не обращаю внимания на их отношения, как когда бы они узнали. Дальше, друзья, большинство гетеросексуалов хорошо относятся к этому. Ну и там безопасность за своего любимого человека, он живет в другом городе. А что будет, если сейчас, выходя из нашей студии, вы увидите Алексея Коллигова с его сподвижниками? Если вдруг он узнал, что сейчас запись наша. Я пройду мимо них с города поднятой головой. Единственное, что они способны либо меня яйцами закидать, либо ночами возле подъезда вылавливать. А эти угрозы на мой рабочий телефон постоянно поступают от их движения. Они поступают лично мне в контакт, в социальную сеть, они поступают на звонки.
с расправами. Но я физически не так слаб. Это некоторая провокация в их сторону. Это чтобы не знали. Чтобы они знали. Хочу еще там в сторочку Колегова, ремарочку кинуть. Колегов на своем сайте рекламировал о том, что националистическая партия Голландии на последних выборах заняла 2-е или 3-е место. Знает ли Колегов, что лидер националистической партии Германии очень хорошо относится к геям и лесбиянкам? 50% участников этой националистической партии геи и лесбиянки. Артем, я правильно понимаю, что вот это ваше достаточно эпатажное появление в сегодняшней студии, это попытка выйти куда-то наверх? Возможно, продвинуться? Это попытка, чтобы нашу правозащитную организацию услышали, чтобы с нами считались уполномоченным по правам человека, чтобы нас слышал, чтобы они не подумали, что это кружок по интересам, что мы потихонечку становимся какой-то реальной силой. Вы не боитесь, что после этой программы и после публикации на БНКоме вас найдут и закидают яйцами? Яйцами? Да вы за что? Да вы что? Знаете, я буду эти яйца ловить, потом дома пожарю. Я не боюсь их. И наше большинство ребят не боится. Артем, спасибо, что пришли в студию, что высказались. Но все-таки, Вам мне тоже кажется, спасибо. никогда вы с вашими противниками не найдете общего языка. Сколько бы вы ни старались. У нас пока очень большое количество в нашей православной церкви маргинальных членов, священников и так далее. Но потихонечку появляются высокоинтеллектуальные священники, святые отцы и так далее. Они понимают, что да, пусть по канонам будет это грех, но это право. Вот Кирилл, величайший патриарх. Кирилл Московский, всея Руси, он величайший. Понятно, спасибо еще раз.